Ну что, мы встретились с командиром пятнашки, с Ахрой Авизмой, и сегодня будем знакомиться с легендарным батальоном. Я так понимаю, пятнашка, почему так называлась? Потому что пришло 15 человек? Да. Нас ровно 15 было до того, пока мы с территории России до Донецкого аэропорта доехали. Там нас уже стало больше. И Александр Владимирович Захарченко на одном из совещаний, куда попал я, он меня поднял, говорит: теперь вы интернациональная бригада «Пятнашка». И выходя, один довольный из командиров подбежал, меня обнял. Я говорю: что случилось? Он говорит: ты заберешь к себе чеченцев, говорит, теперь мне не придется искать патроны на ПМ, говорит, а то они каждые танцы, каждый вечер, говорит, все выстреливают, говорит, я уже замучился искать. Я не стал собирать всех под свое начало, потому что все добровольцы, они к кому-то шли. И забирать, говоря, что это армия, надо вот так, это было неправильно. Название мы за собой сохранили. Расскажи вообще начальный путь. В 2014 году вы с чего начинали, где базировались? Ну, мы сейчас как раз едем на место, где мы создались. Сейчас мы, получается, все ближе и ближе подъезжаем к аэропорту, да? Это уже прям такой район. Мы тут были недавно. Есть те старые кадры, где вот Гивина пушка стоит здесь. Мы под этим деревом валяемся. Грады пролетают, мы весело идем. А потом, когда наши братья-журналисты это все выложили, откуда и как мы идем, мы сразу снялись отсюда. И вот каждый раз наше наступление, противник думал, что мы отсюда, потому что не видели кадры. И они сюда все, пакет града выкинут, потом второй пакет града. Поэтому тихо, спокойно доходили до точки. А вы где? Вот. Ну и мы вот. Они сейчас градом отработали. Давай, подтягивайтесь сюда и дальше пойдем. Там через забор зайдите, там позицию займите, чтобы просматривать именно терминалы здания уже наши. Так что, хохлы, не все правда то, что видите. Иногда есть импровизация. Эта ракета, мы так ее полюбили, что установили свою табличку, что здесь была создана интербригада. И мы здесь где-то месяц еще базировались. И первый бой здесь блокпост был как раз, и первые наши раненые. И вот дерево скошенное как раз БМПшкой. Все первое здесь было у нас. Знакомство с этой землей, знакомство с аэропортом, потому что там со столовой выходишь, из подствольника стреляешь и попадаешь в крышу нового терминала. Так, всем готовность номер 0. На стратонавтов, на Спартак. Сейчас выдвинемся малыми группами в каждом квартале, чтобы не дать им возможность нагадить там. Застрахуемся и зачистим аэропорт. Достали они уже. Чего им дома не сидится? Наша дорога. Мы сейчас поедем знакомиться с твоими бойцами. Расскажи, кто больше всех отличился. Я знаю, что у вас, как у легендарного батальона, все бойцы легендарные. У нас что не боец, то кладезин для нас и для вообще так многих людей, потому что с начала СВО у нас идейные ребята, что приехали. Все те сегодня, кто будет в расположении, они на позициях, потому что на позициях вы слышите, что происходит, и там брать интервью, подвергая вас опасности, я думаю, не стоит. Есть у нас достойные ребята. Ты
ты часто упоминаешь русский мир, идеи русского мира. Что для тебя вот русский мир? Что это такое? Ну, для меня русский мир, он в чем заключается? Вот сегодня я здесь абхаз. В России я абхаз. В Абхазии я абхаз. Ну, пыжусь, да, вот абхаз. Ну, приеду я в ту же Америку или куда-то, ну, как бы я ни пыжился, там я русский. И поэтому, что от этого отрекаться? Ну, смысл? Если в России хорошо, да и нам хорошо. Если в России плохо, по нам отдает. Так значит, надо, когда плохо приходит, отстоять ее. Первый бой был в Семеновке. Ну, вот мой личный бой был. Тогда, можно сказать, правда, было очень страшно. Первые сутки были невыносимы. Мы пробыли там 3 суток, после чего я вышел с него. И, наверное, перед глазами реально, когда пробегала вся жизнь, и это было... Ну, ужас видел, да. На 2-й день уже окреп, на 3-й день уже как свой. Почему решил сюда приехать? Ну, почему пришел? Потому что это, ну как, моя родина, мои земли, мои родители здесь, близкие, друзья. Я не мог оставить их, не мог остаться в стороне, когда все началось. Один народ был. Был до того момента, когда началась война здесь. Вот тогда был один народ, я считаю, это было такое, да. Сейчас это не так. Когда начали они убивать людей, мирное население, детей. Вы знаете, что какой страх был, когда в Славянск, под Славянск убили фосфорными снарядами? Дети плакали, когда руки горели у них. Как думаете, когда человек, дети, 9 лет девочка, у нее рука горит, что делать? Мать тебя бьет в спину, а ты пытаешься помочь ей. Как быть? И после этого мы один народ? Я не считаю так. Это фосфорные мины. Гражданских вывести нужно с жилого сектора. Сейчас будем эвакуировать. Для меня героем мои родственники, да, моя бабушка, мой дед. Для меня они герои. Кем бы я выглядел в их глазах после того, чтобы, если бы вот так вот было. Просто развернуться и уехать куда-то и оставить, ну, живите вот так. Неправильно. Мы ждем всех, кстати. Все, кто с любой страны к нам приедет, мы готовы принять свои ряды. Медик, значит? Ну, санинструктор. Вот. Давно в строю ты? С 15 марта я здесь. Сам я с Бийска, Алтайский край. Это южнее Новосибирска, километров 500-600. Это так. Я вообще по специальности программист. Я в Питере работал программистом, то есть последние года 3-4. То есть, ну и приехал сюда. Моя специальность была как бы не особо востребована. Приехал просто и шатался по базе. Меня никуда не брали, а медиков не было. Но я пошел к медикам. Я в том числе как бы читал книжки там по тактической медицине до того, как сюда приехал. Ну, просто для себя, потому что все равно ну, когда я думал, что я сюда приеду, все равно хотя бы просто не становиться сам инструктором, а просто чтобы, ну, в случае чего оказать другим помощь, себе. Ну, да, и это плюс мне. Тут научили многому. Плюс, опять-таки, самообразование, ну и практика, много практики, к сожалению. Я думал, будет страшно, и еще что-то как-то вообще нет. Я просто как вкатился как в свое. В родное? В родное, да. Будто бы до этого как бы жизнь не жила, тут наконец-то там, где я должен быть. Что для вас батальон пятнашки? Батальон для меня хищная стая. У нас как бы интернационал, каждый со своими тараканами вырос. Степень азарта важна. Ни адреналин, там, ни драйв, ни хобби. Холодная голова на горячее сердце. Как бы вот такое убеждение у меня с самого начала вот в пятнашке. Кто бы ни приходил, кто бы ни уходил, с кем бы ни пришлось иметь дело. Вот вы сказали, у меня неправильная формулировка вопроса была про страх. Для вас его нет, что ли? Или вы не боитесь? Или... У меня другая ментальность. Страх – это просто пустая трата времени, и над этим нельзя как бы заморачиваться. Можно бояться позора, потому как ты мужчина.
Можно бояться смерти матери, можно бояться какого-то неблагополучия семейного, да, там, где ты реально можешь проколоться как бы. А чего бояться на линии фронта, ну, как-то не увязывается. Просто надо правильно средства подтянуть и имеющимися силами наступать грамотно. Все. Почему он все-таки легендарный батальон? Во-первых, добровольческие подразделения, на мой взгляд, все героические. Не только пятнашка. Сомали, там, мотора группа «Спарта». А сейчас пацаны в Запорожской области, к примеру, неплохо очень себя проявляют. Им надо дать уважение, они держатся, и они очень серьезный такой, тоже этот пример показывают. Когда успех наступает в самый сложный момент. Сейчас объявлена частичная мобилизация в России. Что можешь этим ребятам пожелать еще? Я считаю, что лучше утеплиться, хорошенько взять хорошее термобелье. Совет не лезть на рожон, быть всегда в строю, слушаться командования. Быть начеку, самое главное. Могу пожелать им слушать, внимательно смотреть, не глупить. Ну и как бы не ссать. И все. На позициях к затяжным боям быть готовым, то есть ментально, психологически они должны понимать, это очень важно. Здесь за них уже все известно, все понятно. Я так понимаю, там всякой лжи рассеяно по просторам интернета, пусть не ведутся. Нужно выигрывать и выигрывать красиво, с открытой демонстрацией противнику, что он есть ничто, и с патриотизмом пусть едут. Хорошая такая жилка патриотизма, если она искренняя.